6 февралда Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө Андриан Панов аттуу жарандан Элдияр Жумабаевка карата арыз түшкөн. Арызда айтылганда шектүү Жумабаев ишенимге кирип, Пановду 39 000 акш долларына алдап кеткен. Биз бул жагдайды иликтеп, тараптардын пикирин уктук. Жактоочу Нурлан Токталиев билдиргендей, ички инвесторду алдап кеткен шектүү Жумабаевка карата Свердлов РИБИ тарабынан жетиштүү чаралар көрүлбөй жатканына нааразычылыгын билдирди. Очень больно смотреть на наши правоохранительные органы, в то время как руководство нашей страны стремится привлекать сюда инвесторов, стремится показать иностранным гражданам, что наша республика благоприятна, что здесь работает закон, что тут вы можете вкладывать свои деньги. Но на деле из-за недобросовестных сотрудников милиции мы видим, что репутации нашей страны подрываются только нечистыми на руку следователями. 6 февраля этого года мы обратились в Свердловские УВД с просьбой принять меры в отношении гражданина, который обманом заполучил денежные средства якобы на покупку земельного участка в Высокурской области. То есть в зоне туризма. Он был обманут, обратился с заявлением в милицию и ждал какой-то помощи. Но сегодня уже почти май. Никакой реакции, должной реакции со стороны следствия нету. Даже человек, на которого было написано заявление, так и ни разу за все это время следователем не был допрошен. Наоборот. Было предложение о том, что если гражданин, который обращается со своей страны, с Польши, чтобы он именно оттуда начал свое обращение в милицию нашей страны. Ну, это просто издевательство и наплевательское отношение к руководству страны, который днем и ночью трудится, чтобы привлечь и сделать нашу страну более привлекательной. Наш доверитель сообщил нам о том, что человек, который обманул, является сотрудником Министерства иностранных дел. Мы не исключаем того, что есть определенное давление на следователя, либо уговоры, чтобы следователь не предпринимал никаких мер в отношении госработника, который обманом заполучил деньги у иностранца. Мы хотели бы обратиться к руководству МВД, к руководству прокуратуры. Дело в том, что неоднократные наши жалобы в адрес прокуратуры района так и не увенчались успехом. Ну, что нам теперь закидывать тоннами жалобами, чтобы милиция стала хоть как-то реагировать? Я уверен, что подобная ситуация не исключение. То есть, думаю, что таких граждан очень много. И просил бы всех граждан, которые не могут добиться правды от Свердловского РОВД, не могут добиться истины, и чтобы их заявления работали, обратиться к нам, чтобы мы вместе как-то смогли бы повлиять на этот беспредел, который творится в Свердловском РОВД. Ошондой эле биз 39 000 долларынан кол жууган Андриан Панов менен да баарлаштык. Ал окуя боюнча төмөнкүлөрдү айтып берди. Здравствуйте, Кайрат. Здравствуйте, зрители канала. Расскажу историю. В общем, с Эльдияром мы знакомы с 2022 года, также по теме инвестиций и по торговле. Соответственно, были хорошие отношения у меня с ним, знаю его семью, дружили семьями. Вот, и во многом, с человеком общался, были общие взгляды и так далее, и были планы инвестировать в сельхозбизнес в Кыргызской республике. Я сам тоже гражданин Кыргызской республики. Мне очень нравится Кыргызстан, люди, нравится природа, мне нравится, как движется страна в целом. И строится такой хороший, благодатный, скажем так, инвестиционный климат. Развивается страна как, считаю, как нужно.
в современном, да, ключе, легализуются криптовалюты и так далее. То есть создается, в принципе, такой климат, когда инвесторы со всего мира, которые заинтересованы в получении там, прибыли и развития страны, собственно, могут зайти и также инвестировать в какую-то недвижимость, могут инвестировать в какие-то проекты, в бизнесы и так далее. Вот и я, так как неоднократно бываю и часто бываю в Кыргызской республике, мне нравится страна, люди очень добрые, очень отзывчивые, и, соответственно, я тоже имел планы, собственно, инвестировать в страну. И сейчас имею их тоже. Вот. И да, вот видел в LDR партнера как раз таки для ведения сельскохозяйственного бизнеса. Еще начиная с 2024 года мы... Ой. Начиная с 2024 года мы планировали приобрести земельный участок для ведения агробизнеса. Можно там 50-50 туристического и выращивать какие-то культуры, ягодные, плодово-ягодные культуры непосредственно. И даже, возможно, там животноводством. В общем, соответственно, и на этой почве мы искали участки. И в 2024 году нашли хороший, но не удалось его купить, он был продан. И вернулись уже вот в 2025 году к этому же вопросу. Вот, и стали обсуждать варианты покупки участка. И LDR сделал предложение о покупке конкретного участка. Вот он нашел, вот у меня ссылочка есть, даже там можно посмотреть. Но это не так суть важно. У меня все задокументировано. Вот 8 декабря я посмотрел участок, мне LDR приехал на место, его показал. Рассказал на видео, мы начали даже уже планировать. Там есть 2 гектара участок, практически 1 гектар был засажен. Что там у нас было? Малина, да, и, по-моему, что-то яблони были, да, малина, яблони. Ну, и мы уже планировали, считали бюджет покупки тракторов и дополнительных корней для засадки еще 1 гектара земли. И там какая-то постройка была, тоже жилая, соответственно, чтобы можно было там вести хозяйство, ну, кто, собственно, на месте этим будет заниматься у нас. Подбирали также персонал и так далее. Вот, вот у нас переписка, обсуждение, все задокументировано. Стоимость участка с его слов составляла $60 тысяч. Вот. И я прямо в декабре не имел возможности прилететь в Бишкек, чтобы присутствовать на сделке. И у меня была еще в 2023 году, по-моему, оформлена генеральная доверенность на LDR. Вот видите, она тоже представлена, соответственно, где я доверяю ему покупать от моего имени, приобретать земельные участки, недвижимость на территории Кыргызской республики. Вот, соответственно, поэтому... Ну, это уже дело было под Новый год, очень много было дела и так далее. Я поэтому предложил LDR по этой доверенности 50-50, 50/50 купить этот земельный участок и, собственно, вести агробизнес. Он начал договариваться непосредственно с продавцом. И мы, возможно, да, в задатке и в течение 14-16 дней, чтобы мы внесли полную сумму. Вот, соответственно, я высылаю ему 5000. 5000 составил задаток, я выслал свою половину. И 25-27 декабря мы должны уже выходить на сделку. Он должен был выходить на сделку от моего имени. Вот. Также мы проводили разговоры, переговоры по Zoom и так далее. Но эти записи я не делал, потому что был большой кредит доверия LDR. Сколько вот, получается, там 3 года мы довольно-таки хорошо общались с ним. И не было никаких подозрений о том, что в итоге он какой-то мошенник. Вот. Дальше LDR объявил, что провел переговоры с продавцом, тот согласился на задаток $5000, но при этом увеличил стоимость участка до $65 тысяч. В силу того, что хотел быстрее продать участок, там со слов LDR были некие обстоятельства, связанные со здоровьем продавца, поэтому нужно было его продать быстро. То есть это участок реальный, это... действительно, он дважды приезжал на этот участок, показывал его, и на карте он существует, и документы даже на этот участок есть. Соответственно, мы хорошо, и цена приемлемая. Мы тогда совещались, согласились, что сделаем так, 5000 задаток, и
Соответственно, полная стоимость $65 тысяч. Вот тут цитата от LDR. В общем так, он согласен на аванс безвозвратный $5 тысяч. Также вот автомобиль от LDR, ну, они его оценили в 20 тысяч. И $40 тысяч нужно будет отдать наличкой. Итого цена $65 тысяч. Или мое авто и 40 тысяч сразу. Ну, в общем, мы решили пойти через задаток. Потому что на тот момент не было свободных средств, чтобы их из оборота выдернуть. Вот, соответственно, наша далее переписка. Я высылаю ему сколько тут, 2500. Он подтверждает, ну, криптовалюты, USDT. Это все можно проверить по сети TronScan. Эти средства были им получены. Соответственно, на Bybit это можно увидеть. Он подтверждает в переписке LDR о том, что все, эти деньги он получил. Где тут у него в переписке? Вот, поступили полностью, видите, да? Это было у нас, получается, 10 декабря. Ну и также мы, как я говорил ранее, обсуждали покупку сельхозкультур и технику, чтобы засадить свободную землю на участке. И персонал, и так далее. То есть подбирали агронома, и так далее, и так далее. То есть я предложил даже в Польше покупать. Я сам базируюсь в Польше, в Евросоюзе. И как бы вот, соответственно, здесь есть тоже возможность купить хорошую малину, корни малины, и как бы их транспортировать на Иссык-Куль и там высадить. Дальше, 12 декабря LDR должен поехать для того, чтобы внести задаток и получить расписку в получении средств от продавца, но сослался на плохое самочувствие у члена семьи продавца. Но вместе с этим он высылает мне полностью документы на участок, тут кадастровые документы, зеленая книга и так далее, чтобы, ну, я запросил эти документы, вот, пожалуйста. Право, да, временного пользования, это участок в долгосрочную аренду, по-моему, на 40 лет он, и продавец нам уступает эту долгосрочную аренду, и с возможностью расширения участка, вот тоже план участка, то есть это реально существующий земельный участок с постройкой, это не какой-то фейк. Вот. Он показывал его самолично, я его смотрел на карте, поэтому, ну, как бы вопросов даже не было, подозрения о том, что что-то пойдет не так. Вот. 16 декабря LDR прислал расписку от продавца, где не фигурировал его автомобиль. Вот тут у меня уже, ну, в делах я как-то не придал особого значения, а потом мне показалось это странным. Хотя мы договаривались с его слов, что 40 тысяч мы передаем продавцу долларов наличными, плюс его автомобиль, он оценил его в 20, и 5 тысяч задаток. Вот, пожалуйста, расписка, которую мне фотографию прислал LDR. Ну, все выглядит нормально, да, соответственно, расписка о том, что вот задаток внесен за участок, да, соответственно, вот Джумабаев, LDR и так далее. Дальше мы, да, обсуждаем, вот хотели такой купить грузовичок, и также обсуждаем культуры, да, что выращивать и так далее. Ну, все выглядит, никаких пока что подозрений не вызывает, что что-то пойдет не так. Я вот просил LDR съездить на участок еще раз, чтобы посмотреть состояние культур малины, посадок для понимания расчета вложений, количество корней для засадки 1 гектара пустующей земли. Он, соответственно, это все делает. Ну и мы начинаем какую-то калькуляцию вести. Дальше 21 декабря LDR просит отправить ему $200 на расходы, связанные с дорогой. Ну и 22 декабря мы начинаем обсуждать отправку полной суммы с моей стороны. Это 30 тысяч USDT, ну, долларов, плюс $200 для приобретения участка и, ну, $200 связанные с его расходами. Вот это в переписке тоже все зафиксировано. Так, вот он скидывает свой кошелек. Ну и дальше, да, ранее LDR скидывает адрес своего кошелька на бирже Bybit. Это тот же кошелек, на который ранее отправлял 2500. Это задаток. Соответственно, вот этот кошелек, он также у нас фигурировать будет. Все, я ему перевожу эти средства. Вот. И получается, я ему скидываю 3060, да, здесь. И пару сотен, да, он просил тут на бензин 3260 USDT.
60 на обмен, якобы на обмен, чтобы ему в обменнике на руки дали 30 тысяч долларов ровно. Я ему закидываю 3260 USDT, ну плюс его там расходы на бензин. Вот, делаю пробный перевод с своего кошелька, LDR подтверждает поступление, далее делаю перевод на 30 160, и LDR также подтверждает поступление. Итого выполнен перевод 30 260 плюс 2500, это 32 760 USDT, и это эквивалент в долларах, 1 к 1. Вот скрины, подтверждения моих переводов. Все это есть, соответственно. Также есть сканер транзакций сети Tron, tronscan.org, и можно проверить любую транзакцию, поступление с моего кошелька, что это крипта, эти USDT, эти деньги пришли на его кошелек. Это я также зафиксировал. Как видите, вот тут 100 перевод на 100, на 30 160 тоже был перевод. Ну, 2500 я не стал фиксировать, там можно в любой момент это сделать. Соответственно, ну, тот же кошелек, поэтому тут никаких вопросов быть не должно. Вот даже ссылки прикрепляем, можно нажать и увидеть это все. Далее также StrongScan позволяет отсканировать кошелек LDR. Вот его адрес можно забить и увидеть, что на момент, когда это делал, это, по-моему, было в начале января, все деньги, которые были ему перечислены, были выведены. Вот на данный момент, да даже и сейчас, я вчера, по-моему, проверял, 4 доллара 18 центов у него на этом кошельке. То есть он уже успешно мои средства вывел, соответственно, обналичил их, и даже известен обменник. Ну, вполне возможно, что он это сделал именно в этом обменнике. Там улица Усымбаева, 138А, офис 3D, район ЦРК. Ага, понятно. Да, есть обменник, и он сказал, что будет обменивать там. Может быть, он этого не сделал, но также известен адрес, да, куда он вот эти 30 тысяч и 260 и 2500 он отправлял. По этому адресу, я думаю, тоже правоохранительные органы могут установить, это этот обменник, либо еще какой-то другой. То есть эти все данные есть на самом деле. Вот. Дальше происходит самое интересное. Дальше происходит следующее. То есть, да, вот он тут подтверждает, что он будет bitok.kg обменивать, соответственно. И тут еще, да, это тот же обменник. И сообщил, что уже обменял. Ну и потом он сообщил, что 22 декабря он скинул, да, вот ссылку на обменник. Вот расписка, его расписка о получении от меня, да, уже Мабаев Ильдар Ибинович получил от Панова Андрея Валерьевича 30 тысяч долларов США на покупку недвижимости в Кыргызской республике, Иссык-Кульской области, Иссык-Кульского района. Вот, 2 гектара с легкой конструкцией и так далее. То есть вот 22.12.2025 года он скидывает расписку о получении этих денежных средств. Все, да, 2500 он не написал, но вот на 30 тысяч он написал. Но все зафиксировано, как видите, и так далее. Дальше он должен выйти на сделку. И пропадает. И в течение 5 дней не выходит на связь, отключив возможность звонков ему в Telegram и не берет трубку в WhatsApp. И звонки по обычному номеру. То есть все, человек пропал. Вот смотрите, по переписке, все по плану. В четверг с утра выезжаем в ИК. Я так понимаю, это регистрационный орган. Правильно? Как? ИК? Да. Это на Иссык-Куль. Наверное, Иссык-Куль. Ну да, ну чтобы на Иссык-Куле же земля, и, соответственно, чтобы переуступить право аренды, нужно идти вот в ЦОН. И это происходит 23 декабря. Вот он выезжает, то есть получается 23-го, 24-го его нету, и 25-го он просто блокирует мне возможность дозвониться. Ну вот как видите, я ему тут пытаюсь писать, и, соответственно, он не отвечает. Вплоть до 28 декабря. А 28 декабря он мне позвонил, и у него случилась истерика. Ну, я этот разговор записал. Вечера дотянули, вечером там, блядь, ребяточка там подошли, там с корочкой представились, там. Я им говорю, ребята, короче, один звонок. Мне что, сука, тебе что ли звонить?
Подожди, подожди. Я вообще не шарю за... Я тебе дальше говорю, слушай меня сюда. Ну, слушаю, да. Я сейчас здесь злой, блядь. А я думаешь, не злой? На старости лет, блядь, такую. Подожди, а я думаешь, не злой? Ладно, давай. Слушай, дальше. Слушаю. Ты, блядь, сучка. Если ты меня так решил, блядь. Ты вообще-то, ты понимаешь вообще, как ты говоришь, ЛДР? Ты давай осади и говори нормально, я не шарю ни за какой КНБ. Расскажи мне, что случилось. Приедь сюда, во-первых. В смысле Я, блядь, приедь? или как, блядь, вышел, блядь, съесть. Только что мне, блядь, телефон, компьютер мой, блядь, машину все вернули, блядь. Ну, бабки оставили. Говорят, братан, короче, там будем разбираться, там, она, короче, там все нормально, короче, к тебе вопросов нету, там. Уж ты, сучка, так, да слушай дальше. В четверг вечером на Исиче, забрали нас. Что за хуйня, не понимаю, блядь. Ничего за собой преступного, ничего нету, блядь. Ты понимаешь, я, блядь, в посольстве работал, блядь. Тем поколением моим, блядь, всех проверяли. Ты слышишь меня? Я тебя слышу, Элди. Ты что думаешь, я вот эту хуйню тебе сделал? Не перебивай меня, короче, ты, мразь. Ты что, хуй так базаришь? Ты говори нормально, блядь. Слушай, позвонила я своему другу, все нормально, со мной по-людски. Ну, говорят, братан, короче, ну, по процедуре, короче, что бы не было бы, когда, короче, то, что ты снял, за эту криптой, говорю, я говорю, что за нахуй? 30-ку, короче, к тебе пришли, короче, там, короче, ебаная какая-то хуйня, ебаная, у них там, по ней там, что-то, флажочек какой-то хуй сработало, там вся процедура пошла, они до конца я даже с оперативниками, следователями, все нормально, мы пообщались, там, что там, Мне сейчас, короче, несколько раскладов сейчас идет. Я тебя вот из этого спрашиваю. ЛДР, это крипта чистая. Крипта, ты мне говорил то, что там с какого-то кошелька что-то там. С Экзодуса, я с Экзодуса сам... Понимаю, там что-то, блядь. Говорят, в общем, короче, в этой крипте, короче, за ней, короче, по линии пиздец. Из-за этого они, короче, отдел по международных они отработали. А у меня близкий друг, я тебе говорю, Эльдар Джумабеков, 86-го года рождения. Он сейчас начальник национальной безопасности города Бишкек. Ты понимаешь, что это такое? Он, блядь, второй человек председателя национальной безопасности тащил его Камчебека Кадыршаевича. А он, блядь, он второй человек в государстве. И он Джалабадский, мой земляк. Я там говорю, что ребята, они вообще вначале, блядь, говорят, братан, аккуратно, короче, работали, я ему говорю, все, базарджок, уважаем, я говорю, я свой. Давайте разбираться, один звонок, все. Что не делаем, все нормально. Общение, печенье, короче, до пятницы я, короче, в кабинете у друга. В кабинете потом, получается, меня выходные в субботу отпустили, только, получается, с телефоном, блядь, с простой, нахуй, сказали, ни с кем не контактируют, она, короче, ну, кнопочную дали, понял? И телефон забрали, там, покопались, что сейчас вернули, блядь, машину вернули, вот сейчас что, блядь, у меня, ладно, сейчас ночью. Вот сейчас они, блядь, сейчас надо, блядь. Слушай, если какая-то такая история... Слушай, еще дальше, ты до конца слушай, ты... Не надо мне тыкать. Я человек честный, я эти не делал. Надо было дать мой номер, я бы с этими КНБшниками бы и разговаривал. Приедь, давай сейчас поговорим, приедь. Куда приедь? У меня бабки лежат там 12 вот это 500, блядь. За твои бабки сам приезжай, отвечай, короче. Да я приеду, в чем проблема? Новый год закончится, я тут отмечу семью, я приеду. Ничего ж так там Нового года, сейчас приезжай, ты что? В смысле сейчас приезжаю? У меня с криптой все в порядке. ЛДР, пускай мне хоть кто, хоть президент звонит, я могу каждый доллар подтвердить. Прям завтрашний рейс, короче, приезжай. Понял? Или бабки мои ставь.
Какие твои бабки? Мне там намекнули, короче, вот это, блядь, братан, короче, она много, пока вот это дело, там будем разбираться, короче. Вот эта крипта пошла, короче. 22 500 твои, блядь, с этим, с нихуем, со всеми, блядь. Они потом, короче, плюс еще вот это 12 500 моих, нахуй, блядь. Машину, блядь, ну, пока покататься дали, нахуй. Они еще, блядь, братан, тут, блядь, мы понимаем, ты, блядь, я говорю, ебать. А крипты я, блядь, какой ты несу, блядь, вот, нахуй. Оформляемся, ебать, там бабушка, дедушка, чуть приступ, нахуй. Подожди, давай так, хорошо. Мне сейчас, блядь, блядь, хотели, блядь, в понедельник, оказывается, там со всеми, блядь, ты прикинь, на съемку, нахуй. В понедельник нас хотели там почитаться, блядь, там, по международной линии, там, по запросу, там, какой-то вот такой-то, ебать, нахуй, чуть ли не, чуть не понял, я говорю, блядь, конкретно скажи, что это? Они говорят, короче, там, братан, тебе зачем надо это, короче, ты на пенсии, а иди отдыхай. Я говорю, все хорошо, я отдыхаю, я никому не пресекал, ничего не делал, я никому ничего не должен, блядь. Хорошо, давай так. Ты когда это случилось? Когда тебя взяли? Когда ты пошел за деньгами в обменник? Меня взяли в четверг. Где? Вечером. На Исыкуле. Ты уже был с кэшем. Вы там уже оформились. Слушай. Оформились, деньги передал, отчитал. А когда надо документы, блядь, они там затянули на следующий день, понимаешь? Мы там просто ждали. Сейчас, блядь. Подожди, подожди, Элдер. 5 часов вечера, слушай, 5 часов вечера. И такие, короче, вы документы завтра на руки оформите, получите. Мы такие, ладно, сейчас. Ну, вопрос, я думаю, куда, мы к ним, да, там, давай, подвинулись. И тут раз, короче, трое молодцов такие, красавчики. Блин, подожди, давай по порядку. Эльдер. Такой-то, короче, представляются, открывают корочку, такой-то, по такому-то вопросу, короче, я говорю, ребят, с кем-то перепутали, они такие, вы же понимаете. Эльдер, давай по порядку, подожди. На уважение, короче, поехали. Я ему говорю, ладно, хорошо, я один звонок сделал и погнали, все, без проблем. Я говорю, то, что вот здесь порядочный гражданин, я налоги свои плачу. Проблем никаких не хочу. Ни про кого ничего не знаю, ничего не делаю, вот так все. А крипту, короче, вот Андриан. Мы с ним, короче, вот так. Так. Вот, телефон, вот. Базар нет, вот все, берите, короче, смотрите. Посмотрели, все окей. За счет крипты, говорят, вот вопрос, мы сейчас запрос, они вот в четверг сразу же. А я запрос, короче, они уже этого, сука, 23 числа. Подожди, давай по порядку. Эльдер, подожди секунду. Давай по порядку. То есть ты сходил в обменник, обналичил деньги, правильно? 23-го я надо обменник-то обналичиваю, мне объясняют, что вот это... Подожди, стой. Ты обналичил? Наш обменник. Этот обменник, наш обменник, говорит. Понял? Но ты обналичил эти деньги или нет? Конечно, а что ты думаешь, я, блядь... Все, стой. Бабушки, дедушки, ты что, дурак, что ли? Да я хочу восстановить, Эльдер, ты... С кэшем ушел. Слушай С меня кэшем? дальше. Я с Хорошо. кэшем взял, ушел. Говорю, в четверг. Оформились, утром поехали. С деньгами, при деньгах. Ты что, на параде? Уху. Все. Подожди. Хорошо, ты вывел эти бабки. Скинь мне скрин с Байбита, что ты эти бабки перевел. Долбич, мне там уже вот этот Байбит еще же снесли. В смысле? Как они могли его снести? Телефон у меня забрали, я тебе говорю, идет. Телефон только что я получил. Ну вот сейчас можешь залогиниться в биржу и сделать скрин. Ну, надо собрать доказательства, как я поеду, голой наезжаю, кто там, что вообще. Давай соберем это все, проверим, и я приеду без проблем. Я подготовлюсь, приеду с людьми и будем вести разговор. Ничего не надо приезжать, короче, ничего не надо проверять. С головой там жопой, короче, да. У тебя, ты, короче, ты вот этот свой холодный кошелек, ты же говоришь, с холодного кошелька, что ты, короче, вот это притащи, покажи, короче, вот с этого скинул, и все. У них там все это хуйня уже весь запись там идется, блядь. Они там запрос пустили, они говорят, с этой суммой там какая-то вот это, короче, из-за этого там цепляются. Я говорю, бля, ребята, заебал.
Суть претензий-то какая? Можешь изложить нормально суть их претензий к этой крипте? Запрос там стоит, говорит. Хост на этой крипте. Какая-то черная хуйня. Я и не знаю, ебаный, блядь, там пиздец, нахуй, за этой криптой. Моментально среагировали, нахуй. И приняли. Я тебе говорю, из-за этого. Ты что, дроп, что ли? Ты что, специально хотел мне тыснуть, что ли? Я тебя не понял, бля, проканаем, не проканаем, да, вот так, что ли? Элдиар, ты чё хуйню несешь, блядь? Ой, хуйня, я тебе говорю, Чё, эй, ты хоть сначала какие-то доказательства приведи, эй, блядь, не надо мне эйкать. если это... Ты чё, прикалываешься? А какой мне смысл тебя втыкать-то, блядь? Ты чё, какой мне смысл тебя втыкать? Ты у меня что, по красоте тогда ждем и все. По какой по красоте? Какой смысл мне тебя втыкать? Ты сам подумай. Я тебе скинул 30-ку, и типа, это, если бы я хотел воткнуть по твоей логике, я бы тебе скинул 5000, и все, и загасился бы, не брал бы трубки. Я тебе скинул 30, я хотел купить этот участок. Слушай, давай там всякую хуйню не неси. А ты мне не неси хуйню, ты хуйню несешь какую-то, что я тебя хочу воткнуть, Вот так блядь. сделай. Ты смотри, короче. Или мне сказали, короче, или по этой крипте, короче, там просто вопросы есть. Вовсе я не знаю, что это было. Или кто-то, короче, на эту крипту как-то, короче, в общем, я тебе так скажу. Мне так объяснили вкратце. Эти ребята, они же тебе, они тебе что, маленькие ребята, что ли? Да я вообще не знаю, о ком идет речь. Свяжи меня с ними. Давай я с ними поговорю. Ты что такой, блядь? В смысле, что такое, блядь? Я тебе говорю, ты приедь, Что приехать? Куда? Зачем? и приезжай, я тебя встречу. Я не понимаю, что происходит. Мне нужно готовиться. Я хоть соберу все документы и поеду в Бишкек. Что ты хочешь, чтобы я так с кондачка приехал, что ли? Там хуйни, что у тебя произошло? Ты меня материшь, обвиняешь меня в чем-то? Приедут, короче, отмашься, они тебе вопросы зададут, короче, все. Они мне говорят, короче, братан, Ну кто они-то? Ты давай должностные лица. Кто это? Что это? Они же представлялись. Тебя что, какие-то взяли в масках, что ли? Или что? Какие-то должностные лица, давай там, фамилия, имя, кто это, звание, что за отдел. Я приеду, я подготовлюсь, приеду с документами на всю эту крипту, поговорю с ними и уеду. В чем проблема? все по красоте, ты вот так сделай, все свои документы по этой крипте собирай и приезжай. Разберешься, я свои бабки оттуда забираю, короче. Или, короче, если вот ты тебя еще не продали, ее заберем. Или, короче, все, халас на этом. Я свои бабки от этого забираю, и ты там дальше идти свой дела делай. Окей? Старости лет. Селдик, я тебя не подставлял. Мне просто вот так сказали, короче, братан, ты понимаешь, ты вопрос такой, будто нахуй, блядь, как дропа, да, короче, как маленького ребенка, короче, себе вот так бабки отправили. А вдруг откуда ты знаешь, короче, вот эти бабки отправили, короче, вот обналичились, все четко прошло, сделка, все нормально, окей. Дальше пошло, короче, понимаешь? Они, короче, тебя, короче, вот приняли, и они сейчас меня сверху вопросы, короче, дальше больше нет. К тебе вопросов нету? Я говорю, ты там нормально, чего? Поверь. Они посмотрели, понаблюдали. Все, привезли. Сказали, я говорю, а где, конечно, бля, конечно, мы что? Как договорились? Они сказали, все это как пока по вещдоку будет. Ну там, братан, ты же сам понимаешь, там где. На ровном месте сейчас под Новым годом ничего сейчас, на подарки попадать. Бабки ищут, просто за что, ребята, извините, какую миссию вообще здесь? Хуй знает, что это за история у тебя, Я, конечно, у меня крипта чистая, я вообще человек честный, мне вообще Но ты давай подготовь мне, кто это, что за должностные лица, какая суть претензий? Слушай, я тебе ничего не буду готовить, пусть я тебе не шестерка, короче, раз. В смысле не шестерка? Ты, подожди, тебя приняли, ты, подожди. Что ты вот такое говоришь, шестерка, не шестерка? Я, короче, сейчас приедешь. Да я откуда знаю, кто тебя там принимал? Я тебе говорю, Госкомитет национальной безопасности, что ты?
Ну, а должностные лица-то, фамилия, имя, кто ведет дело, давай. Да. Ты кто такой? В смысле я тебе кто щас, такой? блядь, так отчитывался. Ты же только что говоришь, звонишь мне, жалуешься, что тебя перевернули, бабки забрали, и потом на меня наезжаешь. Так это Элдик, так это китком пахнет. Может, ты эту нахуй крипту, короче. Да ты, может, крипту эту себе забрал, и мне тут лепишь Горбатова. Ты что там вообще, блядь? Черти-то, блядь. Че ты мне блякаешь, да? Ты мне, может, Горбатова лепишь, сейчас крипта у тебя 30-ка. Меня тут, короче, бля, приняли, нахуй. И тут, короче, Да слушай, скинь хотя бы что-то, скинь какую-то информацию. Я вот что-то, я по твоим словам ничего не понимаю. Скинь мне тачку перевернутую, скинь мне что-то, подкрепи. Я тебе объясню. Я тебе объясню. Да что мне приезжать? Мне вот здесь хорошо. Если тебе надо, вот ты приезжай, и мне будешь что-то объяснять. Салам алейкум. Я тебе ничего не буду объяснять, окей? Все деньги здесь, все здесь. Где они? Где надо, у ребят там, как вещдок стоят, братан говорит, что это заберешь, мы по цепочке, говорит, урод, ты понимаешь, я говорю, я не просто из-за того, что я не какой-то там, понимаешь, слышь ты. Ты мне не тыкай, я тоже не какой-то хуй, чтобы вот так вот со мной разговаривать. Все, там, все, приезжай, давай, будем разбираться здесь, окей? Приезжай, так ты мне скинь информацию, что, какая суть претензий, я приеду. Я подготовлюсь, приеду с людьми, давай будем разбираться. Давай, приезжай, что? Скидывай информацию, я готовлюсь выезжать, давай. Что? Я тоже жду от тебя информацию. Скинь мне хотя бы что-то. Скинь мне хотя бы что-то. Да не надо мне тут это Горбатова лепить. Да мне скинуть тебе, Да. что мне скинуть? Какую информацию тебе скинуть? Фамилия, имя, кто там это все ведет и суть претензий. Что? Это ведят, что? Ты что, дурак, что ли? В смысле, что ты эйкаешь? Ты нормально разговаривай, во-первых, ты эти эмоции опусти. Ты мне, по-моему, Горбатова лепишь кого-то, Элдик, блин. Давай, приезжай. Давай скидывай информацию, кто тебя взял, фамилия, имя, отчество, звание, суть претензий. Так, я тебя понял. Ты меня как, блядь, за это, да, за презерватив, решил использовать. Ты чё, гонишь, что ли? Ты пропал там, вообще ни слуха, ни духа, блин. Звонишь мне, что-то меня материшь на эмоциях, что тебя что-то взяли. С моей криптой было все в порядке, может ты там сам. Все тогда, давай, приезжай. Давай. Приезжай, готовь мне информацию и приеду. Я тебе ничего не буду готовить. В смысле ничего не будет? А как ты хочешь, чтобы я приехал? Я не знаю, ты приедь со своими доказательствами, что это твоя крипта чистая, ты тут ни при чем. Откуда? Они тебе как это покажут, вот этот, короче, вот это. И они вот это, вот это получил, А блядь. ты ничего не можешь объяснить только. Ты что-то комкаешь, мямлишь. Ты расскажи нормально, что случилось. 1, 2, 3. Кто тебя взял, фамилия, имя, отчество, суть претензий. Я, тебя буду вот после Нового года сразу. Потом что-нибудь, раз, короче, ты приезжаешь, мы вместе идем, там на месте разбираемся, короче. Вообще нормально будет, а? Просто мне пиздец, жопа горит, то что, ты что, реально, если ты, короче, не приедешь, это так и будет то, что, короче, ты просто как дроп, короче, там бабки и мои бабки, короче. Так ты нормально общайся, почему ты на меня наезжаешь-то, я понять не могу. Что мне делать? Что делать, б***ь? Ты по-нормальному спроси, Андриан, что с твоей криптой, что-то не так? Ты меня материшь, Вот, я ***ваю, сижу, блин, говорю, ты что там, блин? вот я же тебя же изначально же тихо, нормально, грамотно спросил. Да нет, ты начал сразу, ты за меня за кого держишь, с какой-то предъявой позвонил, слышь, осади, не надо так со мной говорить. Нет, давай Я тебе плохого ничего не сделал, слышишь? Слушай, Андриан, давай не будем там много лялякать, короче, да? Энергии там много тратить. Я в Бишкеке, я жду. И за свою крипту ответишь, без рожок приезжай. Вместе зайдем. Надо будет... Куда зайти? Кому зайти? Азамат Багир есть, вместе с ним тоже зайдем. Он же адвокат же. Ты за себя отвечай с ним, вот адвокат, вот он тебя будет представлять, надо будет. Сейчас сколько он получает? Договорись, с ним зайдешь. А я за себя отвечу там, братан, понимаешь? Я на пенсии. Слушай, ты то, что ты там хрень несешь, говоришь, там, скажи, там дело, там, она умна, вот, тырым-пырым. Я тебе еще раз говорю, я на пенсии.
В смысле, какую хрень несу? Я хочу от тебя информацию получить, чтобы у меня в голове сложился пазл. Что случилось? Совершенно секретно под гриппом и под... Какой там совершенно секретно? Тебя хлопнули какие-то КМБшники, оголтелые, за что? И ты мне говоришь, давай срочно бросай все свои дела, приезжай. Да? А что? Бабки мои давай вытащи. Ну, во-первых, давайте сначала поговорим про Эльдияра, как он вообще представлялся. Он представлялся бывшим сотрудником МИДа. Он работал в Министерстве иностранных дел и работал в Саудовской Аравии. Вот, то есть ничего не вызывало, ну, как бы всегда прилично выглядел, неплохой автомобиль, не знаю, семья. Ну, в общем, никаких подозрений о том, что какой-то мошенник вроде не было, ведет какой-то бизнес, связанный с Амазоном и так далее. Вот, но поэтому как бы видно, что человек, ну, как будто бы состоятельный. По разговору тоже он и хорошо и считает, и ну, смышленый, да, скажем так. Не было никаких подозрений, представлялся сотрудником МИДа, вот, и так далее. Вот насколько это правда, это сложно выяснить. В интернете я ничего толком на него не нашел. Вот, возможно, это как раз таки связано с его бывшей работой в МИДе. Вот, но тем не менее. И далее он звонит в разговоре и начинает просто меня обвинять в том, что я присылаю ему какую-то грязную крипту. Хотя я всегда чисто веду бизнес, везде плачу налоги. И моя крипта, вот каждый доллар я могу подтвердить. Абсолютно. То есть нету никаких мошеннических схем, с которыми я связан. Я живу в Евросоюзе, здесь очень строгие наказания за любые какие-то махинации, связанные с криптой, с денежными средствами, отмываниями денег. Поэтому я вот за каждый USDT, за каждый свой доллар могу предоставить любые документы, абсолютно. И он говорит, что его в момент сделки задерживают сотрудники КНБ. Также он там говорит, что у него есть какой-то знакомый в КНБ и начинает, собственно, прикрываться им, его именем и фамилией. Но, как оказалось потом на проверке, что такого человека не существует, он взял, скрестил имя одного человека, да, который в комитете работает, и фамилию другого. И получился у него какой-то такой вот виртуальный знакомый его из КНБ, который там, в общем, история такова, что он 2 дня с ними сидел, не мог ни трубку взять, ничего, машину у него забрали, крипта грязная, говорит, приезжай быстрее. Ну, он пытался меня напугать о том, что вот все там и так далее, и материл меня, в общем, ну, мошенники часто так делают, когда что-то происходит или они присваивают средства. Первый вариант поведения — это полностью везде заблокировать и забыть. И второй вариант поведения — это обвинить, наоборот, в каком-то там, что с моей стороны было сделано что-то не так, что создало ему трудности, его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности, держали его, забрали машину и так далее, и так далее. В общем, напридумал вот такую вот историю. Вот. Потом они его якобы отпустили, и мне вот нужно срочно ехать, и он остался без денег и без машины, и еще меня обвиняет в этом, понимаете? Бывший сотрудник МИДа, на минуточку, да, что у него есть там знакомый в КНБ, который никак ему не смог помочь, вот, на самом деле, ну, вот, пытался меня запугать. Ну, как бы я это все слушаю и понимаю, что это все вранье, откровенно говоря. Дальше начинается еще более самое интересное. Он мне, вот смотрите, 29 декабря пишет: ты меня подставил, у меня к тебе финансовые претензии, верни мои деньги, сегодня узнал много чего и сделал выводы, много вопросов, которые отдашь по приезду, напиши рейс и время, ждем. Кто ждет? Вот, ну, это вот связано, ну и нашему знакомому, он там общему, да, передает какой-то физкульт-привет. Ну, это не имеет отношения к делу, на самом деле. Ну, пытается запугать, что я вот испугаюсь, что он бывший сотрудник МИДа, имеет связи какие-то в Комитете национальной безопасности, ими прикрывается. И далее он вымогает с меня еще 55 тысяч долларов. Я не знаю, под каким предлогом. Еще сверху 55 тысяч долларов? Да. Еще 55 тысяч долларов. Видите? Это за что? Но под предлогом он как бы представлялся сотрудником МИДа, он знает, что я принял гражданство Кыргызской республики, вот, и, соответственно, знает твое гражданство. И еще моей теще передает привет,
я не знаю, при чем тут теща. То есть идут конкретно вымогательства и угрозы, что он каким-то образом через сотрудников КНБ, я не знаю как, через каких-то своих знакомых в МИДе лишит меня кыргызского паспорта. Ну, я совсем как бы в шоке с этого поведения. Естественно, я ему никакие деньги не скидываю. И сразу начинаю подыскивать адвоката и думаю, ну, нужно обращаться в правоохранительные органы. Человек совсем уже, ну, делает, я вот вообще не понимаю, как мне сложно оценить, что вот у него было на уме, и он решил еще с меня еще 55 тысяч долларов вымогать под предлогом того, что он каким-то образом лишит меня гражданства. Видите? Гражданство, что ли? Да, да, Понятно. да. Да, это вот все задокументировано в нашей переписке, пожалуйста. Вот, Кайрат, такая вот история, Вы собственно. написали заявление, да? Да, я Правоохранительные написал органы. заявление, давайте мы его тоже посмотрим. Заявление принято, начались какие-то следственные действия. Вот, пожалуйста, давайте тоже его посмотрим. О совершенном или готовящемся преступлении, так, прошу прощения, вот, начальнику УВД Свердловского района Чикабаеву, вот, соответственно, что у нас тут? Мгм. Жамабаев Элдиар Рябинович действовал умышленно из корыстных побуждений, вошел в доверие Панова под предлогом реализации совместного туристического и аграрного бизнес-проекта на территории Кыргызской республики. В ходе общения он сообщал заведомо ложные сведения о намерении приобрести земельный участок на территории Сыкульской области для ведения сельскохозяйственной деятельности. Используя указанный предлог и не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, Жамбаев завладел денежными средствами. Ну, то есть ошибка вышла, не 39 тысяч, ну, мы с вами посчитали, там, учитывая, ну, это уже дополнительные расходы, но по факту это 32 760, ну, плюс затраты на адвокатов, это уже у нас, мы выносим за скобки. И так далее. Указанные денежные средства были получены Жамабаем ну, не примерно в середине декабря. В пункте обмена валют, расположенном вот по этому адресу. Вот. И своими умышленными противоправными действиями Жамабаев причинил по новому имущественный ущерб в особо крупном размере. Это уже уголовная статья, что образует признаки преступления, предусмотренного уголовным законодательством Кыргызской республики. Вот. Но Мгм. это уже мой представитель, да, адвоката. И, соответственно, статья 363 Уголовного кодекса о совершении преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы второй категории до 5 лет, также за заведомо ложный донос. Это у нас на адвоката, прошу прощения. Да, надо так. Да, это у нас ответственность за адвоката. Это уже не относится непосредственно к Жумабаеву. Жумабаева другая статья. Я также изучал. Мошенничество в особо крупном размере. Я уже не помню. Но это можно посмотреть. Там до 10 лет лишения свободы. Вот. Ну, не помню. Адриан, а после того случая еще вы разговаривали с этим Жумабаева? Ильдаром Джумабаевым? Нет, у нас не было общения. Ну, я не вижу, понимаете, я не вижу желания его пойти на, скажем так, на примирение и на возврат этих денежных средств. Я думаю, для него должно быть очевидно, что, ну, просто так это дело никто не оставит. И я хочу добиться справедливости. Ну, я считаю, что не совсем корректно и неправильно брать вот так вот и обманывать, кидать инвесторов, которые хотят в страну действительно добросовестно инвестировать денежные средства. Понимаете, у нас же шел разговор-то об инвестициях. Ну, вначале мы купим участок, это там 30 тысяч, да, с ним пополам. Мгм. Вот. Я потом планировал инвестировать там до 200-300 тысяч долларов. Покупка еще, ну, или долгосрочная аренда сельхозугодий. И все, что с этим связано, там сельхозкультуры, техника, какие-то там строительства и так далее, и так далее. То есть у меня, ну, действительно был большой план на инвестиции в Иссык-Куль. Ну, вот как-то вот не повезло мне, скажем так, с партнером. Ну, я поэтому хочу добиться справедливости, потому что, ну, нехорошо так поступать. Это, я считаю, это портит имидж страны.
соответственно, вот такие люди. Я верю, что все-таки Кыргызская республика и народ хороший, и честный, и государство тоже, ну, должно защищать имущественные права инвесторов в том числе, да и гражданина. Я же тоже являюсь гражданином страны. Вот, поэтому требую, конечно, компенсации как минимум, но это в лучшем случае. Ну а так нужно, конечно, наказать этого злоумышленника, мошенника Жумабаева. Кайрат, ну, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать, по большому счету сказал. Да, благодарю, Кайрат, благодарю, уважаемые подписчики, зрители, кто будет смотреть. Я думаю, что тут дело даже не в том, что просто, да, еще такое послесловие небольшое. Я понимаю, что я как бы не являюсь, как сказать, гражданином Кыргызской республики по происхождению, но тем не менее, я думаю, что будет со мной большинство согласны, что нужно по справедливости жить и уважать и закон, и относиться к людям справедливо. Как это, я делаю, да, я, то есть, никогда никого не кидаю. И понимаю, что совершая какое-либо преступление, есть определенная ответственность. И считаю, что наш мир, по большому счету, должен держаться. Не просто, да, нам отдельно взятая страна. Мы же не можем вот так вот просто оставлять какие-то злодеяния без справедливого наказания. Потому что, тогда какой смысл, да, в нашем мире, в ведении бизнеса, если там люди могут друг друга кидать. Вот. А если они это делают, то они обязательно должны нести наказание, чтобы другим быть примером, соответственно, а людям, которым причинили ущерб, чтобы все-таки государство и закон должны защищать интересы людей, которые занимаются бизнесом и инвестициями. Спасибо. Все, спасибо. Ал эми шектүү Элдияр Жумабаев менен байланышууга бир нече жолу аракет кылдык. Телефон чалууларга карабастан жооп ала алган жокпуз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр экинчи тарапка Элдияр Жумабаевга чалып атабыз. Баягы күндө чалганбыз, албай атат. Азыр да чалып көрдүк. Экинчи тарап катары сөз берели дегенбиз. Абонент бош эмес. Бир аздан кийин кайра чалыңыз. Извините. Чалса калбайт, коюп салып атат. СМС'те билдирүү калтырганбыз, жооп болгон жок. Абонент бош эмес. Бир аздан кийин кайра чалыңыз. Биз шектүү тараптын да позициясын угууга даяр экенибизди билдиребиз. Пикир билдирүү үчүн эшигибиз ачык. Бул иштин мындан аркы өнүгүшү тууралуу жана кошумча маалыматтарды алдыда дагы чагылдырып беребиз.